Какая тебе разница? Ты приехал работать, нужны деньги. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, в какой ситуации оказываются наши соотечественники. Подписывайтесь на обновления, точно будете в курсе всего самого важного. В России на войну в Украине пытаются вербовать не только мужчин-мигрантов, но и женщин из стран Центральной Азии. Им обещают большую зарплату за работу поварами и медсестрами в военных частях, дислоцированных на оккупированных территориях Украины и непосредственно на линии фронта. Нуржамал, имя ее изменено, трудовая мигрантка из Кыргызстана. Она уже 10 лет работает шеф-поваром в Хабаровском крае. Хоть женщина не имеет российского паспорта, она рассказывает, что уже неоднократно получала предложение поработать в российских военных структурах на оккупированных Россией территориях Украины. Мне пообещали 200 тысяч рублей, это около $2000 США в месяц по контракту, или 1 миллион рублей, более 10 тысяч долларов США в год, рассказала Нуржамал. Я сразу отказалась. У России есть свои граждане, чтобы воевать в Украине. Они спросили, какая тебе разница, ты приехал сюда работать, тебе нужны деньги. Но я ответила, что мне моя жизнь дороже денег. Вербовщики, говорит Нуржамал, звонили ей еще 2 раза с незарегистрированных номеров, убеждая поехать в Украину. Я отклонила и эти приглашения, рассказала она. Но многие граждане Кыргызстана, особенно молодые мужчины, даже несмотря на то, что у них нет российского гражданства, поддаются вербовке для участия в войне. Им обещают выдать российский паспорт и 1 миллион рублей. Большинство кыргызских мигрантов по-прежнему отказывается от этих предложений, а некоторые даже возвращаются в Кыргызстан, чтобы избежать принуждения к вступлению в войну. Мужу Айнуры, имя тоже изменено, еще одной кыргызстанке, работающей в России около 10 лет, вербовщики также предложили отправиться в Украину. Самой женщине тоже делали такие предложения. Теперь вербовщики даже приходят к нам домой и пытаются завербовать нас как поваров или предлагают поучиться 1-2 месяца на военных медсестер, говорит она. Я слышала, что некоторые мои коллеги тоже получали подобные предложения. Джумабек, трудовой мигрант из Кыргызстана, рассказал, что знает случаи, когда его коллег на улице задерживала полиция в рамках операции «Нелегал», которая уже несколько месяцев идет по всей России. Позже они были помещены в тренировочный лагерь, а через месяц отправлены на войну. В августе парня из Кыргызстана заставили записаться в армию, когда он шел по улице. Он сказал, что пойдет в лагерь после того, как сделает покупки, но вместо этого убежал и сбежал обратно в Кыргызстан, сообщил он. Большинство трудовых мигрантов не понимают сути документов, которые они подписывают. На граждан Таджикистана и Узбекистана, у которых нет разрешения на работу в России, реально давят. А если у кыргызстанца есть российский паспорт, но он не встал на воинский учет, то его сразу забирают на войну, рассказывает Джумабек. Но мы даже не замечаем этого, потому что чиновники заставляют их подписывать соглашение о неразглашении информации родственникам, а иногда у них даже конфискуют телефоны. Мигранты из Центральной Азии как с российским гражданством, так и без него стали важным объектом вербовки в российские вооруженные силы через ЧВК «Вагнер», которая занималась поиском новобранцев в исправительных учреждениях. Причем это касается и мужчин, и женщин. Одна из кыргызстанок, осужденная за торговлю наркотиками и отбывающая 12-летний срок в колонии во Владимирской области, сообщала, что к ней в тюрьму приезжали представители Министерства обороны России, чтобы призвать женщину участвовать в военных действиях. Все это женщина описала в письме к родственникам. Записали наши фамилии, написали список добровольцев. Многие из тех, кто был осужден на длительные сроки, записались идти на войну, надеясь потом обрести свободу. Но я отказалась. Дай бог, я надеюсь вернуться в Кыргызстан, написала она. Российская правозащитница Ольга Романова подтверждала, что женщин, заключенных на оккупированных территориях Украины, а также из тюрем на юго-западе России, вербуют для работы в захваченных населенных пунктах Украины и непосредственно в боевые части. Из города Снежное в Донецкой области были завербованы около 50 женщин, отбывающих срок в местной колонии. Еще не менее сотни женщин из колоний на юге России работают на передовой, рассказала Романова в интервью «Настоящему времени», добавив, что эти женщины называют себя волчицами. Они не поварихи, не фельдшеры, не санитарки, они именно сражаются как штурмовики. И вот стало известно о вербовке женщин из колонии в Липецкой области на западе России. Посольство Кыргызстана в России утверждает, что не получали никаких официальных сообщений о том, что осужденные женщины из Кыргызстана были принудительно вовлечены в военные действия. Об этом заявила пресс-секретарь посольства Назгуль Джисубекунова. По ее словам, сотрудники дипломатического ведомства периодически посещают российские тюрьмы и встречаются с заключенными из Кыргызстана. Но некоторые эксперты говорят, что правительство Кыргызстана настолько пророссийское и настолько боится потерять помощь от этой страны, что готовы говорить все, что угодно. МВД
Кыргызстана сообщила, что в январе в российских тюрьмах находилось 1077 граждан Кыргызстана, но не уточнила, сколько среди них женщин. Власти Кыргызстана призывают своих граждан не принимать участие в военных действиях за рубежом, поскольку это является нарушением Уголовного кодекса страны и наказывается 10 годами лишения свободы. Такой приговор был вынесен 30-летнему жителю города Балыкчи Аскару Кубанычбек-Улу. Но позже Верховный суд Кыргызстана этот приговор отменил. По данным кыргызской службы, в составе российских войск в Украине погибли как минимум 10 кыргызстанцев. BBC называет 13 фамилий, но это число может быть гораздо больше. Сколько еще граждан Кыргызстана, а также Казахстана, Узбекистана, Таджикистана может находиться на войне в Украине, либо в составе регулярных войск Российской Федерации, либо в составе частных военных компаний, неизвестно. А как вы относитесь к такой ситуации? Как вы думаете, нужно ли потом на родине наказывать таких людей? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.